Героиня нашего проекта Виктория Викторовна Сердюкова еще в детстве сама себе наворожила большую семью. Когда к обеду она нарезала хлеба больше, чем необходимо, мама всегда говорила: «Доченька, у тебя будет большая семья». Так все и случилось. Я многодетная мама, у меня 6 детей. Родилась я в городе Якутске, поэтому вправе считать себя коренной жительницей Якутии. Дети мои, старшая дочь сейчас находится в декретном отпуске, поэтому они как бы за пределами живут пока в Москве. В этом году у нас пополнение, родилась 5-я внучка, ну и 3-я дочка у моей старшей дочери, Дианочка. 2-я дочь Катерина, она закончила Московский государственный университет имени Косыгина и сейчас проживает в Абхазии и после получения диплома основала свою туристическую фирму в Сухуми с названием «Ареника» в честь своих 2 дочерей. 3-я дочь Анастасия, Настенька. Она у нас закончила Санкт-Петербургский государственный университет имени Петра Великого по специальности техносферная безопасность. В данный момент она там уже живет и работает. Работает в акционерном обществе «Силовые машины». Дима, сын долгожданный, 4-й, закончил тоже в транспортный авиационный колледж в Санкт-Петербурге с красным дипломом. В данный момент учится в экономическом государственном университете, там же в Санкт-Петербурге, по специальности государственное муниципальное образование. Дочь Юлия в этом году закончила 11 классов и поступила в Санкт-Петербургский экономический университет по специальности логистика. Сейчас мы вдвоем с сыном, который у меня учится в 9 классе в 21-й школе. Меня воспитывала мама одна. Мой папа погиб трагически еще за несколько месяцев до моего рождения. Поэтому мама очень много работала, и очень часто я жила с бабушкой и дедушкой в Иркутской области, в поселке Качук. У них было 9 детей, и, наверное, свой опыт своей семейной жизни я переняла, скорее всего, от их семьи, от их взаимоотношений. Потому что когда уже жила здесь с мамой, то каждое лето нас, внуков, отправляли в деревню. Я у мамы одна, мне всегда хотелось большой семьи. И когда мы приезжали на летние каникулы с своими двоюродными сестрами, братьями в деревню, я просто наслаждалась этой большой семьей. Мне рассказывали, что была, когда я маленькая, я всегда говорила: у меня будет 9 детей, как у бабы Веры. Ну не 9, 6 у меня детей есть. В этой большой семье дедушка, конечно, он был глава семьи. 40 лет он был председателем колхоза. Когда пришел с войны, ему было 30 лет, его сразу назначили председателем. Хоть у них было и 9 детей, но мама моя была у него любимицей, и ее звали председательской дочкой. Так что я была председательской внучкой. Дедушка у нас был очень добрым, а бабушка была построже, потому что все эти ситуации пришлось с нами, с внуками, приходилось разрешать ей. Мы приезжали, собирался этот семейный совет, и на семейном совете она ежегодно повторяла наши права, обязанности, что мы должны помогать. Мы жили там очень дружно. Пололи огород, поливали этот огород, пололи картошку. В общем, все хозяйственные дела всегда были на нас, на внуках. И у нас все, наверное, обязанности были разделены между собой. Наверное, поэтому я к своим детям тоже относилась всегда индивидуально.
Не то, что вот мы делаем все вместе, там моем полы, нет, у нас вот один моет полы, другой моет посуду, третий. У каждого были какие-то свои определенные индивидуальные обязанности. Мы всегда все это решали вместе. С будущим мужем Сергеем Виктория познакомилась в местном клубе. По характеру он был чем-то похож на ее деда. Познакомились мы с мужем в Нижнем Бестяхе, потому что он родился и вырос в Нижнем Бестяхе и жил там с бабушкой и дедушкой. А так как мама меня растила одна, и когда я была маленькая, заболевала, то она меня увозила к моей двоюродной бабушке и двоюродной тете в Нижний Бестях. Там у меня, конечно, уже был свой круг друзей, и когда я стала постарше, то я уже начала в Бестях ездить сама. Мы ходили, гуляли там с друзьями. Там был сельский клуб, в который мы ходили в кино, соответственно, и на танцы. Вот там на танцах мы познакомились со своим будущим мужем. В нем, конечно, вот я, может быть, и нашла что-то похожее со своим дедом. Вот эту уверенность в себе. Я сразу поняла, что это человек надежный, верный, сильный. Когда Сергей пришел с армии, я, конечно, знала, что он пришел с армии, потому что мы с ним переписывались. Но он жил в Нижнем Бестяхе, а я жила здесь, в городе. Я находилась дома и слышу звонок в дверь. Открываю дверь, а передо мной такой большой, оранжевый, трехведерный таз с горкой шоколадных конфет. Это были 80-е годы, когда все у нас было по талонам. Все это достать было тяжело, а тут мне трехведерный таз конфет. Конечно, я устоять не могла и согласилась стать его женой. Так как у мужа вот моего не было родителей, была только на тот момент уже бабушка, дедушка умер, и у меня одна мама. На свадьбу нам пришлось с ним зарабатывать самим. В общем, мы с ним копили деньги. Свадьба у нас была единственная и первая, поэтому, конечно, нам очень с ним хотелось, чтобы это было торжественно, чтобы было и белое платье, и костюм. Все это у нас с ним было. Скажем, благодаря, наверное, нашему, трудолюбию и большому желанию иметь семью, чтобы начало этой семьи зародилось вот именно со свадебной церемонии. Муж перевелся из Нижнего Бестяха в город, перевелся в грузовую автоколонну водителем. Но он всю жизнь проработал и работает у меня дальнобойщиком. Его все уважают. Объездил всю Якутию. Последние года он у нас ездит тут на север. В данный момент он находится в командировке в Аймыконе. Как вы его провожаете? Ой, как мы провожаем? Провожаем мы нашего папу, когда все дома, всегда все встают, желают ему хорошей дороги. Все вместе мы ему за день готовим с собой, стряпаем, жарим котлеты, жарим рыбу, собираем большую сумку и провожаем вот так его в дорогу. Я с ним не прям, когда он уезжал, я за день с ним поговорил. Поговорили просто, чтобы я слушался маму. Все мои дети, они мне, в принципе, никогда никаких вот таких сильных переживаний не доставляли. Девочки всегда занимались танцами. Вот танцевали у нас в образцовых ансамблях, калейдоскоп, версия. Сын старший у нас футболист. Он со 2 класса пошел на футбол, потом в 3 классе он у нас ушел в клуб «Ирбис» и был чемпионом города. И можно сказать, что ни с одного турнира он у нас не приезжал без личного кубка. Всегда с грамотами, какое место заняли команда, и всегда личный кубок. Это обязательно там лучший нападающий или лучший игрок турнира. В общем, я горжусь своими детьми. Сережа у нас тоже маленький пошел на хоккей, но немножко у нас нехорошо там сложилось, в том плане, что тренер где-то после 2-го года ушел с нашей командой, уехал вообще в другой город. И команда у нас как-то распалась. Многие дети тоже ушли, уехали. Открылся кружок в речном училище.
судомодельный. И Сережа ушел вот в кружок. Несколько лет там занимался. Летом они занимаются на Белом озере. Тоже очень много у нас грамот, очень много кубков по гребле. А когда я был еще в начальной школе, получается, делали рассылку по группам, да, то, что вот открылся кружок туда-сюда, вот. И я попросил маму записать меня. Руководитель очень сильно понравился. Помогаев Сергей Валерьевич. Он много чему меня научил с детства. Как инструментами всякими разными пользоваться и так далее. Шуруповерт, дрель там, болгаркой. Ну вот мы с ребятами, получается, которые со мной занимались вместе. Ну, мои ровесники, там, может, на год старше, может, на год младше. С ними мы построили около 11 яхт. Яхта называется «Оптимист». В речном училище у нас там есть свой кружок, здание, да, как бы. Там мы их делаем, и потом наш руководитель приезжает на своем грузовике, мы утаскиваем туда эти яхты сделанные. Он увозит на Белое озеро, мы их туда в контейнер заносим, ставим. И когда наступает лето, когда тепло, ветер, мы спускаем на воду эти яхты и на них ходим. И вот я благодаря моему руководителю научился строить эти яхты и управлять ими правильно. Наша героиня уже много лет работает на Якутской ТЭЦ. Предприятие обеспечивает теплом весь город Якутск. Вместе с мамой здесь трудится и старшая дочь Ксения. Так что можно смело утверждать, что Виктория Викторовна основала трудовую династию энергетиков Сердюковых. В свое время мама позвала меня работать с ней на Якутскую ТЭЦ. Я вообще была далека от всей этой системы, потому что закончила Московский государственный университет сервиса и работала управляющим в ресторане. Но это занимало у меня очень много времени, мне нужно было работать 24/7. И когда у меня появилась своя семья, муж и маленькие дети, я, конечно же, все просто не успевала. После чего, посмотрев на все это, мама говорит: приходи-ка ты работать к нам, потому что на своем опыте она уже знала, как это все тяжело. У нее у самой 6 детей, одного накорми, с другим сделай уроки, третьего отведи на секцию. И, конечно, она понимала, как я разрывалась. Так и пришла работать в 2015 году на Якутскую ТЭЦ. Ни о чем не жалею и очень сильно благодарна за это своей маме. Я работаю на Якутской ТЭЦ с 1988 года. Работаю аппаратчиком ХВО, химводоочистки. Закончила я в 2005 году наш Якутский государственный университет по специальности инженер-электрик. Но в то время у нас была только одна кафедра, поэтому и специальность была только инженер-электрик. Я помню, когда наш директор Андреевский Вадим Васильевич, но в то время он еще не был директором, делал обход на станции. Ну и вот он любит поговорить с нами, спросить, как дела. И у нас разговор зашел о том, что скоро будут платить по-разному, вот оплачивать труд. Допустим, если человек окончил высшее образование, у него есть специальность, то он будет получать один оклад. Если человек будет после 10 классов, после 11, да, то у него будет совсем другая оплата труда. И мне вот это так в душу как-то так вот запало. Мне еще не было 30 лет, и я подумала, а почему бы нет? И вот когда я родила Настю, у меня уже было 3 детей, я поступила в университет, училась 6 лет и закончила его. Но когда я закончила, на 3-м курсе я родила сына. И вот тогда я, наверное, уже решила, что по своей специальности я работать не буду. Потому что очень тяжело работать 5 дней и 2 дня выходных, да, посвящать вот своей уже такой вот большой семье. А так я работаю скользящим графиком, я оперативный персонал, работаю в день, в ночь, в выходные, поэтому имею большую возможность со своими детьми всегда ездить и на конкурсы, и на концерты, и на
соревнования. Девочки занимались танцами, поэтому нужно было 5 раз в неделю водить их на репетиции. Вот уводила, сидела, ждала, потом приходили домой. Потом, когда дети подрастали, конечно, они уже ходили сами. Наша мама всегда поддерживала нас во всех наших начинаниях. Тем, кем мы стали сегодня, это только благодаря тебе, мама. Я помню, как ты отводила меня в школу в первый раз, делала со мной домашние задания. Ты всегда помогала мне, была рядом со мной на концертах. Мы очень много с папой работали, чтобы мы имели возможность выезжать на различные танцевальные конкурсы, как в России, так и за рубежом. Когда у меня что-то не получалось, мама всегда гордилась мной и говорила, что я лучше всех. Она всегда поддерживает и дает правильные советы. С раннего возраста все дети помогают маме с домашними делами. Если мы стряпаем, то мы стряпаем очень много. Как всегда мне маленькой говорили, вот дадут там хлеб нарезать, а я нарежу полную булку хлеба, разрежу. И мне всегда говорили: ну, Вика, ты как на Маланину свадьбу, у тебя будет большая семья. Поэтому вот и сейчас, если мы стряпаем, то мы стряпаем много. Готовим, и готовим тоже много. И дети мне всегда помогают. Любим беляши. Беляши, пельмени. Зимой садимся и вместе их лепим. Потом замораживаем. Вспоминаю наши моменты, когда мы с сестрами и мамой садились на кухне за наш большой стол и пекли очень много выпечки. Она была очень вкусная, и мы ее очень любили. Нам ее очень не хватает. Мы скучаем. Обычно мы каждый год ездим на лодке, с родителями, как бы всей семьей и с нашими друзьями. Ездим на лодке на острова всякие и отдыхаем там. В первый день мы, получается, как приехали, расположились, пожарили шашлыки, покушали. А на второй день у нас обычно идет рыбалка, а под вечер мы варим уху. Конечно, и в нашей семье тоже есть традиции, да, как и в любой. Такая вот самая основная традиция, что вот 1 января у нас все собираются наши друзья. А наши друзья – это, естественно, крестные наших детей. Подарки нашим крестным мы делаем своими руками. Заранее с детьми продумываем, что мы будем делать. Закупаю я уже там весь материал, и потом мы все это рисуем, лепим, клеим. Крестные всегда очень довольны подарками. Всегда разрабатываем сценарий праздника, Нового года. Обязательно выбираем викторины, загадки, пожелания, да, сын? Всегда придумываем, во что бы нам вот эти пожелания завуалировать, как спрятать, чтобы потом их находили. То в шарики надуем, туда положим бумажку с пожеланием, то на елочку там в виде снежинки, бывает под тарелку. И потом все зачитываем пожелания к Новому году. На Пасху мы всегда тоже совместно с детьми красим яйца. Мы всегда очень много красим яиц, потому что на завтра у нас всегда идет соревнование. Бьемся яйцами, значит, чье яйцо у нас победит. Мы стараемся все делать вместе, всегда дожидаемся, выбираем день, время, чтобы всегда все были дома. Допустим, елку у нас ставит всегда только папа. И первые эти гирлянды на елку вешает у нас тоже папа. А потом уже продолжаем мы. Кто-то наряжает у нас там окна, саму комнату, кто-то у нас именно наряжает елку. Но Дима у нас всегда вешает звезду на эту елку. У нас очень много настольных игр. И также, когда мы едем в отпуск, мы обязательно берем с собой настольные игры. Потому что если летим в самолете, то мы играем. Если едем в поезде, даже если где-то отдыхаем, у нас всегда вместе. Это нас сплачивает нашу семью. И также даже когда мы уезжаем на природу, то мы тоже берем с собой карты. У нас даже такая традиция, дети же занимались танцами, Дима на соревнованиях ездил за пределы республики, девочки всегда ездили за границу, у них каждый год был какой-нибудь конкурс в разных городах страны.
И поэтому, а так как мы заядлые картежники, любим поиграть в дурака, то дети с каждой страны нам привозят карты. Карты и тарелку с названием города или страны. Вот сейчас у нас большой частный дом. Конечно, очень много у нас территорий, грядки, огород. Но ко всему опять к этому меня же приучила моя бабушка, вот, у которой мы жили на каникулах. Поэтому мы с детьми всегда вместе выходим утром пораньше на прополку, пока еще солнышко там не сильно светит, да, не сильно печет. А вечером всегда поливаем тоже дружно огород, у каждого как бы есть своя территория. Много держим птицы, и индюков разводим, и куриц, и перепелок, и кролики у нас тоже есть. Дети очень помогали в этом. Всегда кормили, поили. Всего в доме у нас 4 животных. Получается, 2 собаки, 1 кот и 1 черепаха. Самая старшая собака – это Лола. Ее мне купили на день рождения, когда мне исполнилось 7 лет. Дальше у нас идет черепаха. Я ее сильно не помню, но ее покупали, как мне рассказывали, захотела старшая сестра. Тофа, мальчик, получается, тоже собака. Той-терьер. Его купили, когда я был маленький, чтобы одной Лоле не было скучно. Чтобы они вместе игрались, ну и жили вместе. Потом у нас идет кот. Ехали, получается, с мамой по делам. Мы на остановке нашли кота. И он был Так грязный, нормальный был. такой страшный, такой. И мы его, конечно, взяли, давали объявление везде, что типа вот чей, это же породистый кот. Ну, никто не отозвался, и, в общем, у нас вот кот так и прижился. Ну, собаки дружат с котом, через раз играются. И все, в принципе. Чё? Ну, живут мирно. Даже спят вместе. Мамы Виктории Викторовны Нинели Григорьевны уже нет на этом свете 15 лет. Она передала дочери главное – любить и заботиться о своих детях. Мама, она всегда жила с нами. Она мне очень помогала с моими детьми. Так как мой муж постоянно ездил по командировкам, по рейсам, и все мы делали вдвоем с мамой. И занимались огородом, и занимались детьми. Но иногда даже, знаете, хочется, чтобы вот мама была рядом. Пусть даже не помогала, а просто рядышком сидела. Было бы веселее. Как вот, не знаю. Мама приголубит, мама накажет. И хотела, конечно, бы вот пожелать всем, чтобы вот не было рассогласованности между родителями. Это когда вот мама, допустим, накажет, а папа разрешит. Это неправильно. Мама запретит, а папа разрешит. Должно быть все обоюдно. Надо всегда сдерживать свои обещания. Тогда дети будут доверять. Что наш же папа в большинстве случаев вне дома. Поэтому, как бы, наверное, мама в нашей семье это главное. Где-то нужно быть очень строгой, где-то нужно быть мягкой. Но всегда вот этот вот баланс нужно соблюдать, чтобы не переборщить. Не переборщить с запретами, не переборщить точно так же, как с личной мягкостью. В семье должна быть женским началом, потому что все-таки мама связана с домом.
Вот наш папа, он всегда в командировках, он всегда в рейсе, но мы всегда все знаем, что он рядом с нами. Он содержит такую большую семью, это же тоже не просто содержать. Он наш добытчик. Дети у нас ежегодно ездят по конкурсам за границу. Это же все надо оплатить кто? Конечно, это все у нас папа. А чтобы хорошо зарабатывать, это надо много работать. А мама дома, мама рядом с детьми, мама уведет на тренировку, мама приведет с тренировки, мама приготовит, мама накормит, мама сказку расскажет. Я работаю сейчас в данный момент в командировке, уехал, жену оставил на хозяйстве. Ну что, она у меня добрый, надежный друг, любящая жена, любит семью, своих детей, вкусно готовит. Вообще, сама по жизни хороший человек. Уезжаю, как бы остается у меня надежный тыл. Ну, если наш папа дома, то, конечно, он все свои наши обязанности как бы берет на себя. Он и приготовит ужин, и сделает салат. Иногда даже дети мне говорят, приходят со школы: «Ой, папа приехал, дома так вкусно пахнет». Иногда говорят: «Папа, мясо готовит, мама все-таки лучше, чем ты». Ну, конечно, папа – это же мужчина. Что наши мама и папа очень любящие и заботливые. Они делают все возможное для того, чтобы мы ни в чем не нуждались. Мы их очень любим и ценим. Ну, я думаю, что дети берут с меня пример, мои дочери. Они такие же домашние, у них всегда дома чисто, порядок. С детьми занимаются, кому что нравится. У нас, допустим, Лера очень любит готовить, поэтому мама ее вводит в кулинарный кружок. Ну, сейчас, конечно, она уже сама ходит, она у нас стряпает вкусные, хорошие торты. Младшие внучки вот у Кати в Абхазии, они у нас тоже занимаются танцами. Опять кто этим занимается? Мама, потому что дети помнят, что вот этим занималась дома я. Ну, хочу сказать, что мои вот дочери, да и сыновья тоже, если вот что-то у них происходит, и они не могут тут решить сами, то они, конечно, обращаются за советом ко мне. Я всегда стараюсь найти слова поддержки. Когда я хотела начать заниматься маникюром, педикюром, мама сделала все, чтобы у меня это получилось. Она купила мне все необходимое. Появился интерес рисовать картины. Мама купила мне все, чтобы я могла это исполнить. Стараюсь решить их проблемы. Сколько помню свое детство, мама нас всегда поддерживала во всем, даже если сама категорически против этого. Расскажу вам одну ситуацию, которую я помню до сих пор. В модельном агентстве у меня было выступление позднее. Мне тогда было то ли 15, то ли 16 лет. Мама категорически была против этого, потому что время позже 9 и все остальное. Но вот я не помню, как мы договорились, но вот помню тот момент, что для модельного агентства нужно было подрезать шорты джинсовые и обшить платье. И я помню, мы сидели с мамой накануне этого выступления, мама ворчала, но подрезала мне эти шорты. Мы обшивали там блесками платье. Не знаю почему, но этот момент до сих пор помню, вот как сегодняшний, вчерашний день. В общем, скажу одним словом, я обожаю свою маму и хочу быть похожей на нее. Тем более, я ее точная копия. Ну, я надеюсь, что мои дети прислушиваются ко мне. Самое главное, семейная традиция, которую мы переняли от своих родителей, это быть вместе. Несмотря на то, что мы живем в разных городах и странах, мы поддерживаем друг друга и находим возможность провести время вместе. Потому что вместе мы сила!